Важные цифры. 3 часа 40 минут, 65 вопросов, 1640 журналистов. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Самые сочные моменты в выпуске. Чтобы быт не трещал по швам. Расскажем о строительстве еще одного многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Традиции горцев и веяния времени. Первые выпускники школы Адатов покинули стены заведения. Не бережете здоровье на зря. В Ингушском государственном университете прошла научно-практическая конференция, посвященная проблемам наркомании. Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей сегодня прошел в Назране. Это новости 24. Добрый вечер. 13-я по счету большая пресс-конференция Владимира Путина сегодня прошла в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Встреча с журналистами продлилась 3 часа 40 минут. Вопросы задавали, конечно, о предстоящих выборах, о возможных конкурентах нынешнего президента. Говорили об исполнении майских указов, снижении цен на нефть, проблемах ЖКХ. Конечно, говорили и о ситуации с российскими олимпийцами. Серия вопросов прозвучала о нормализации сирийских отношений и адаптации местного населения. И вот краткий обзор. Экономика, политика, образование, здравоохранение, ЖКХ. Никаких рамок и ограничений в вопросах и допуска СМИ на встречу. 13-я по счету пресс-конференция главы государства – это своего рода подведение итогов нынешнего президентского срока. Встреча начинается, пожалуй, с самого ожидаемого вопроса – о предстоящих выборах президента страны. Журналисты интересуются у Владимира Путина, каким он видит будущее России. Она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти. Конечно, не обошлось и без традиционного вопроса – экономика страны. На какой уровень удалось выйти России в условиях санкций и на какие направления делается акцент? Владимир Путин рассказал, что за последние годы в некоторых сферах удалось достичь небывалых, рекордных результатов. Это и значительный рост ВВП, показателей в сфере промышленности, сельского хозяйства. На 75, кстати, выросло ВВП, промышленное производство выросло на 70, на 6, на перерабатывающая росла ускоренными темпами, значит, там 60 и, соответственно, 70%. У нас реальная заработная плата, она все тут припала, и мы тоже об этом поговорим в результате кризисных явлений последних 3 лет. Но все-таки, начиная с этого, с начала 2000-х, реальная заработная плата выросла в 3,5 раза. Пенсия реальная в 3,6 раза. Смертность младенческая сократилась в 2,6 раза. Материнская в 4 раза. Мы жили в условиях гражданской войны в течение долгого периода времени, несколько лет, 6 лет практически продолжается, если не больше, 10 почти что. Когда пацанов 18-19 лет, не готовых, не обученных, под пуль вынуждена была страна направлять. Потому что ничего другого не было. Сейчас у нас, посмотрите, какая армия. Вот у нас долги сократились в 3 раза, а резервы страны выросли в 30 раз. Ведь это о чем-то говорит. Один из самых волнующих страну вопросов поднимает корреспондент канала Матч ТВ. Что думает президент о решении Международного олимпийского комитета и о деле Григория Родченкова, главного свидетеля ВАДА? Владимир Путин поделился, что не сомневается в политической подоплеке допингового скандала вокруг российских спортсменов. И власти страны будут добиваться справедливых результатов в решении этих вопросов. Для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. И вот кто бы чего ни говорил, я убежден, я просто знаю, что это так и есть.
Вот кто бы чего ни говорил. Я знаю, что это так. Но в то же время, и тоже уже об этом неоднократно было сказано, мы сами в этом виноваты. Мы дали повод для этого, потому что действительно выявлены реальные случаи применения, использования допинга. Правда, и в других странах тоже выявляется. Просто там нет, вокруг этих стран нет такого ажиотажа политизированного. А то, что здесь политическая подоплека, сомнений нет. Как мы будем выстраивать отношения и с ВАДА, и с МОК? Надеюсь, конструктивно. Мы спокойно будем с ними работать, устраняя те проблемы, которые у нас действительно есть, но добиваясь, конечно, защиты интересов наших спортсменов, в том числе и в гражданских судах. Обеспеченность детей местами в детских садах и школах, уровень здравоохранения и образования, аварийное жилье, достойная заработная плата педагогам и медикам. Как оценивает президент исполнение майских указов, поинтересовался корреспондент Первого канала. Владимир Путин отметил, что программа, в осуществлении которой в первое время никто даже не верил, себя полностью оправдала. 94% из заявленных целей на данный момент достигнуты, и до конца следующего года будут решены и остальные задачи. Считаю, что мы, и я, и мои коллеги, мы сделали правильно в свое время, когда обозначили эти целевые показатели. Но что с ними происходит в целом, с этими указами? Примерно указами 93-94% заявленных целей исполнены. Это касается в том числе и уровня заработных плат в бюджетной сфере. Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логического завершения. Эти целевые показатели будут достигнуты. Вы сказали про ветхое жилье. Там ставилась задача по ликвидации аварийного жилья. Это немножко разные категории. И что касается аварийного жилья, то в целом задача практически решена, по аварийному именно. Но другое дело, что у нас ветхое мало чем отличается иногда от аварийного. Но мы сейчас говорим просто о целевых показателях. Вот по аварийному практически во всех регионах достигнут. Теперь другая была поставлена задача обеспечить детей детскими местами в детских садах. Она практически тоже решена на 98,8%. В начале этой программы у нас более 500 000 детей нуждались в местах в детских садах. Сейчас в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации эта задача решена полностью. Есть несколько регионов, где она еще где работа не закончена. Количество детей, которые ожидают мест в очередях, 63 тысячи. То есть было более 500 000, сейчас 63 тысячи. Уверен, мы в ближайшее время этот вопрос закроем. Так что в целом майские указы выполняются удовлетворительно. Отвечая на вопрос о налоговой нагрузке, президент заверил, что налоги в следующем году расти не будут, а с 2019-го, возможно, даже внесут изменения в систему. И здесь, по мнению главы государства, нужно освободить граждан от просроченных налогов. Речь идет о 42 миллионах россиян и более 40 миллиардах рублей. Но вот на что точно совершенно нужно обратить внимание уже сегодня и сейчас, это на некоторые налоги, которые достаточно тяжелым бременем на граждан и на бизнес ложатся и не отвечают никаким интересам ни самих граждан или бизнеса, ни интересам государства в целом. Капремонт, например, да, или, скажем, налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которые даже с человеком иногда не связаны, в силу несовершенства нашей налоговой системы. Эти задолженности касаются, дай бог памяти, где-то 42 миллионов человек. И общий объем этой задолженности 41 миллиард. Вот я думаю, что тоже, может быть, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат. И сделать это нужно максимально
дебюрократическим способом, без обращения человека в налоговые инспекции. Не оставили без внимания журналисты и вопросы здравоохранения. Интересовались, насколько оправдана параллель ввода в строй крупных медцентров и закрытия за счет этого небольших, к примеру, фельдшерских пунктов в отдаленных селах. Онкология – еще одно звено в системе, которое требует большого внимания, считают журналисты. Глава государства ответил, что здравоохранение – одно из важнейших направлений на будущее. Я уже говорил о снижении младенческой, материнской смертности в этой связи. У нас такие же показатели, ну не такие же, а в принципе хорошие показатели по снижению смертности от внешних факторов, ну это от ДТП, от заболеваний сердечно-сосудистой системы, от туберкулеза. У нас есть некоторые подвижки по онкологии, но не такие, как требует проблема, которая еще очень высока. Поэтому софинансирование и там востребовано, и мы будем обязательно это делать. Значит, по поводу того, что вы сказали о сокращении сети. Я согласен с вами. Во многих случаях это является необоснованным и недопустимым. При всей необходимости модернизации системы, при всей справедливости того, что у нас коечный фонд используется не для лечения больных, а для профилактики и просто оздоровления, при всем том, что технические средства должны быть такие, что пребывание на койке больничной должно сокращаться, а количество людей, которые пропускаются через эту койку, увеличиваться, все-таки с учетом огромности нашей территории далеко не всегда обосновано сокращение учреждений. Что в этом смысле нужно делать? Нужно увеличивать, конечно, прежде всего общее финансирование. Но оно и будет увеличено на следующий год. В этом году у нас, по-моему, 3,8 от ВВП, ну примерно, да. В следующем году это по данным Минфина, может быть, они могут расходиться, эти данные, там, с некоторыми другими ведомствами. По данным Минфина, я вот вчера только с Силуановым разговаривал специально по этому вопросу. Он мне сказал, на следующий год 4,1% на совокупные расходы по медицине, совокупные в целом по стране. Вопроса об инициативах поддержки семей и материнства, наверное, в Ингушетии ждали больше всего. Президент напомнил о продлении программы материнского капитала и о том, что в приоритете создание мест в яслях. Что предлагается для поддержки демографии? Первое. Введение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка до достижения им 1,5 лет в размере прожиточного минимума ребенка, который будет выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного населения. Это что это значит? В 2018 году это значит 10 523 рубля, в 2019 10 836 рублей, в 2020 году 11 143 рубля. Второе. Продление программы материнского капитала и расширение возможностей для его использования. А именно, и самое главное, это средства материнского капитала можно будет получать и тратить в виде ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением второго ребенка до достижения им 1,5 лет. И использование для оплаты услуг в сфере дошкольного образования уже с 2-месячного возраста ребенка. Делается для чего? Для того, чтобы женщина могла как можно быстрее выйти на работу, не терять свою квалификацию. Много говорили и о международных отношениях. Зарубежные СМИ интересовались в основном позицией России в развитии связей с Китаем, налаживанием контактов с Ираном, Америкой, Казахстаном, Афганистаном, а также мнением президента о ситуации в Сирии. Почти за 4 часа глава государства успел ответить на 30 с лишним вопросов. Завершая пресс-конференцию, Путин попросил журналистов не сердиться, что не все вопросы заданы, и поздравил присутствующих с наступающим Новым годом. Хади Добриева, Новости 24. К большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, безусловно, приковано внимание всей общественности. Каждое сказанное президентом слово взвешивается, анализируется и служит четкой инструкцией для дальнейших действий. И вот как комментируют сегодняшнее событие. По свойственной ему манере мы видели, как президент страны очень спокойно и уверенно отвечал на вопросы
разного характера. Были особенно интересны вопросы, которые касались и международной политики, и глобальных проблем, касались вопросы. Ну и, конечно же, надо отметить, что вопросы, которых коснулись наши журналисты, и региональные, и федеральные, в основном они касались социальной сферы, экономической сферы. И очень были, значит, хорошие ответы. Вот мне понравилось, как Владимир Путин отвечал на вопросы, которые касаются налоговой политики в нашей стране, вопросы, которые касались жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия регионов с федеральным центром, то есть и образование бюджетов, распределение бюджетных средств между регионами Российской Федерации. В принципе, все вопросы, которые сегодня прозвучали, они в какой-то степени они совпадали с тем, что были и в прошлом году. Надо сказать, что были вопросы, которые как бы отличались от тем. Прежде всего, это была международная политика, это вопросы, которые касались ситуации и в Сирии, и на Украине. На эти вопросы также Владимир Путин довольно-таки дал исчерпывающие ответы. Как всегда, он знает тему, знает, о чем говорит. Хотя там прозвучала масса разнообразных ответов, вопросов, да, ответы были четкими. Что касается экономики, в целом было приятно услышать, еще раз глава государства подтвердил, что у нас наметился рост. То есть кончилось то падение, соответственно, раз начался рост, значительно начнет улучшаться наша жизнь. Предполагаемый рост экономики ВВП это в пределах 2,1%. При этом инвестиции превысили 4%. Это уже инвестиции как бы в будущее, он сказал. Да. Общий объем прямых инвестиций иностранных составил 23 миллиарда долларов. Это в 2 раза выше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что у иностранных инвесторов появилось доверие к нашей экономике, они понимают, что если сейчас они не будут вкладывать деньги, завтра они просто останутся в стороне. Кроме того, там были вопросы, касающиеся непосредственно нашей работы. Это связано с проверками. В целом, действительно, вот как заметил глава государства, надзорные структуры стали работать, как бы скажем, более эффективно стали работать и меньше дергать предпринимателей. Хотя еще проблемы остаются. Сегодняшняя конференция вызвала больше интерес, наверное, в связи с предстоящими выборами. Тем более недавно Владимир Владимирович заявил о своем участии в избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации. Ну, как всегда, глава государства в теме, знает ответы на все вопросы. И, как всегда, ответы были компетентными. Новостью номер 1 прозвучала. Это глава государства заявил, что будет самовыдвигаться. Откровенно говоря, порадовало и то, что президент страны подтвердил свои планы на участие в выборах президента Российской Федерации в 2018 году. Для нас, и для муниципалов, и, на мой взгляд, и для Республики Ингушетия в целом, это однозначно очень хорошая новость, потому что мы, как одна из самых молодых республик Российской Федерации, сегодня наблюдаем стабильный рост, несмотря на сложную в целом социально-экономическую ситуацию. Республика Ингушетия развивается очень активными темпами, семимильными шагами, можно сказать, и отрицать это достаточно трудно. И в том случае, если Владимир Владимирович Путин будет переизбран на выборах в 2018 году, нет сомнений в том, что этот стабильный поступательный рост для нашего региона, в частности, продолжится. А это как раз то, что нам сегодня необходимо. Что я увидела в этой пресс-конференции? Подведение итогов. И во внутренней политике, и во внешней политике, которую вел наш российский лидер. Во внутренней политике, что я могу отметить, это последовательный курс и последовательная политика на установление стабильности в нашем обществе. Это политика на проведение борьбы с международным терроризмом, с его проявлением в нашей стране.
И насколько эта политика была результативной, мы с вами, живя в Северо-Кавказском регионе, это наблюдаем, наверное, конкретно и четко, и более конкретно, чем другие, скажем, жители или граждане нашей страны. Что касается, в связи с этим, можно отметить еще и тот фактор, что и значимость российской армии, и усиление ее роли тоже отмечается и было отмечено в выступлении и в пресс-конференции, было отмечено самим Владимиром Владимировичем Путиным. И касательно внутренней политики, здесь надо отметить еще ту часть, которая связана с экономикой, с развитием экономическим, с развитием наших социальных сфер. Здесь можно отметить в качестве итогов его деятельности это реализацию майских указов Владимира Владимировича Путина 2012 года. Это и необходимость повышения заработной платы бюджетникам, это и реализация программы «Материнский капитал», благодаря которым, как отметил наш руководитель, была преодолена демографическая яма в России. Ну и, конечно же, нельзя оставить без внимания тот факт, что тот шок, как отметил наш президент, который был вызван резким падением цен на энергоресурсы, тем, что были выставлены санкции против Российской Федерации. Конечно, с одной стороны, это оказало негативное влияние, но с другой стороны, это изменило вектор развития нашей экономики. Направление развития экономики необходимо было уже сосредоточить на внутренний спрос и предложение. В Кремле состоялся торжественный прием с участием Владимира Путина. Чествовали героев Отечества, среди них и герой России, глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Лучшие из лучших, полковники, генералы, сегодня в едином строю, независимо от возраста и звания. Надежда российской армии. На этой традиции чествовать в Кремле лучших выпускников военных вузов уже около 80 лет. Выпускников, продемонстрировавших блестящие результаты, лично поздравил верховный главнокомандующий. Для приема накрыли столы сразу в 3 парадных залах: Александровском, Андреевском и Георгиевском. В зале действительно много тех, кто, вдохновившись историей своей семьи, решил и себя посвятить защите Отечества. Владимир Путин призвал сохранить лучшие традиции русского воинства, особо подчеркнув, что государство будет оказывать всевозможную поддержку армии. Также глава Ингушетии встретился с министром строительства и ЖКХ России Михаилом Менем. Доложил руководитель субъекта о том, что в регионе завершено строительство всех крупных объектов, возведение остальных идет по плану. В рамках рабочей поездки Юнусбек Евкуров встретился с постоянным представителем Ингушетии Алиханом Цычоевым. Обсудили работу постпредства и предстоящую встречу с ингушской общиной в Москве. О реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья также шла речь на прошедшей пресс-конференции. Что касается нашего региона, то по срокам и успешности выполнения этого федерального плана мы в авангарде среди субъектов России. Вот, к примеру, в селении Южное Малгобекского района строится еще один многоквартирный дом. На объекте трудятся 4 бригады. Сейчас ведут отделочные работы и благоустраивают территорию. Репортаж Ирины Цычоевой. Большие окна, просторные комнаты и высокие потолки. Здесь все так, как мечтал Муса Хаучиев. В свою будущую двухкомнатную квартиру мужчина приходит каждый день. Говорит, трудно поверить, что он и его семья уже совсем скоро получат ключи от долгожданной квартиры. Нормально делал, квартире ходил. Торезу шайырлат, с нуля делал. Фундамент чоги, тосе каска сада дош, ижат. Ермо чо дикбе был делал, он бейна бац. Общая площадь объекта более 400 квадратных метров. В новые квартиры, которые возводятся по федеральной целевой программе переселения граждан с аварийно-жилищного фонда, уже в конце этого года переедут 8 семей. Строительство двухэтажного дома началось в феврале этого года. Его возводит подрядная организация «Профстрой», которая давно себя зарекомендовала на строительном рынке. Сегодня на объекте завершены все начальные работы. Подвели подземную коммуникацию, и сейчас рабочие занимаются прокладкой отопления.
Чтобы успеть сдать объект в сроки, здесь работают 4 бригады до позднего вечера. Они уже установили пластиковые окна и вентиляционную систему. У Микаила Хазботова, пожалуй, самая ответственная миссия. На дворе зима, и очень важно, чтобы оборудование было исправным. От этого зависит тепло в квартирах. Пока одна бригада одновременно занимается внутренними отделочными работами и кровлей, другие уже благоустраивают прилегающую территорию. В строительстве применяют только качественные материалы. По плану фундамент дома украсят природным камнем. Полностью электричество уже проложили, вот завершаем сейчас. Отопление тоже вот закончили, котлы мы запустили уже полностью. Канализация, водопровод, все это установлено. Сейчас у нас практически вот осталось вот стяжку надо закончить и шпаклевку. Потом начинаем внутренние обделочные работы насчет ламината, кафеля. Ну а тем временем рабочие прикладывают все свои силы, чтобы исполнить мечту каждого жителя – начать новый 2018 в комфортных и просторных квартирах. Лина Цычоева, Рахман Суров, Новости 24. Но лидерство Ингушетия сохраняет не только по программе переселения граждан. Мы обеспечиваем высокие показатели и по рождаемости в стране. Ежегодный прирост в Ингушетии составляет 8-9 тысяч человек. Рождаемость в республике на высоком уровне. Ингушетия в списке лидеров, а дополнительная стимуляция и соцподдержка будут способствовать росту этих показателей. Напомним, ранее президент Владимир Путин предложил ввести дополнительные меры по поддержке рождаемости. И их полностью поддержала Госдума. Согласно новому закону, с января следующего года молодые семьи при рождении первого ребенка до достижения им 1,5 лет будут получать ежемесячные выплаты. Традиции горцев и веяния времени в школе Адатов, что в Сунже, 3 месяца обучали слушателей главным принципам этики и морали. Все, чем жили ингуши, обычаи, традиции, которыми славится наш народ, стали предметом многочисленных бесед и дискуссий. И сегодня первые выпускники прощаются с педагогами и делятся знаниями. Наш корреспондент расскажет подробно. Еще 3 месяца назад эти молодые ребята даже не знали, как правильно приветствовать гостя по горским обычаям. Но за время обучения они узнали, каким должен быть настоящий мужчина и горец, почитающий традиции предков. Школа ингушских адатов завоевала интересы учеников с первого занятия. Магомед Бекботов именно здесь узнал для себя простые, но нужные истины. Много рассказывали о том, как ингуши, какими ингуши были гостеприимными. В этой комнате, где каждая вещь напоминает эпоху Средневековья, все больше погружаешься в атмосферу ингушских обычаев и адатов. В этих условиях даже рассказ учителя услышится, как из глубины истории. Педагог рассказывает, как правильно соблюдать этикет по отношению к своему товарищу и вообще, какими должны быть поступки достойного человека. Весь курс обучения включает 13 лекционных занятий на различные темы. И сегодня для первых выпускников последний урок, в завершение которого им вручили сертификаты об окончании учебы и книги. Школа будет функционировать и дальше, но только уже в новом году и с новыми учениками. Желающих, кстати, немало. Реализовываться будет проект весной и осенью по 3 месяца. 3 месяца весной, 3 месяца осенью. Систему обучения мы оставим на прежнем уровне. 1 раз в неделю будет проходить эта лекция. Будут усовершенствованы единственное уже непосредственно сами лекции, некоторые детали донесения информации до молодежи, формат проведения самих лекций. Ну и мы планируем подключить уже начиная с конца февраля, когда начнется очередной курс, уже и группу для девушек. Научить наше поколение всем адатам горцев, которые так грамотно и тонко включают в себя лучшие человеческие качества, нормы этики и морали. Вот задача педагогов и родителей. Ведь лучший пример подрастающему поколению уже подали наши благородные предки. Жарадат Холхоева, Адам Далаков, Новости 24.
Соль в качестве подкормки растений, капсулы под видом аптечной медицины, наркотики сейчас вуалируют под фармацевтику. И последствия таких вот безобидных, казалось бы, препаратов по меркам здоровья катастрофические. Проблема аптечной наркомании и меры профилактики по борьбе с этим пагубным явлением обсуждались сегодня в НГУ. Там прошла научно-практическая конференция. Залина Могушкова расскажет об этом подробно. Всего 14 докладов включено в пленарную часть научно-практической конференции на тему «Современные методы и технологии профилактики наркомании в системе образования». Свои научные работы представили студенты различных факультетов университета, в том числе медицинского, исторического и агроинженерного. Хава Тамбиева, третьекурсница медфакультета, в своем выступлении о лирике как новой форме наркомании продемонстрировала небольшой фильм. В нем на примерах реальных событий отражен ужасающий эффект этого аптечного препарата. Молодые люди под воздействием лирики жестоко убивали людей, что в нормальном состоянии никогда не сделали бы. Он особенно не сопротивлялся, так как находился под воздействием сильных психотропных веществ. Продолжила тему о аптечной наркомании студентка 4-го курса Алиса Катиева. В своем докладе об относительно новом виде наркомании девушка представила основные виды препаратов, которые чаще всего применяют не по назначению. Например, коаксил – лекарство, применяемое в качестве сильного антидепрессанта или лечения алкоголизма. Наркоманов, увлекающихся этим препаратом, называют коаксильщиками. В завершении своего выступления девушка привела аналитическую статистику распространения наркомании у нас в республике. В Ингушетии в прошлом году на учете состояло 289 лиц с диагнозом наркомания. По информации регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, на 100 тысяч населения в республике приходится в среднем 63 наркомана, что в 6 раз меньше, чем в России. Однако следует учесть численность населения Российской Федерации и в нашей республике. На нашу маленькую республику это серьезное соотношение. Менее распространенными, но не менее опасными являются синтетические наркотики. Они также стали предметом обсуждения на конференции. Зарифа Тимурзиева рассказала об одной из разновидностей – соли. Звучит безобидно, но на деле вовсе не так. Распространители продают соль в виде подкормки для комнатных растений, либо в качестве морской соли для ванн. Благодаря подобной хитрости эти опасные вещества проникают на свободный рынок и губят миллионы жизней. В составе соли присутствует мефедрон, либо его производные, которые относятся к сильнейшим нейростимуляторам. Действовать наркотик начинает очень быстро, уже через четверть часа, в связи с чем нередко соль называют спидами, с английского скорость, либо скоростью. Кроме того, студенты Ингушского госуниверситета в своих выступлениях затронули проблемы распространения наркомании среди подростков и обсудили методы борьбы с наркопреступностью в России. Главной целью научно-практической конференции являлось обозначить, насколько велика проблема наркомании в современном мире и предостеречь молодое поколение от губительных наркотиков. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Обсудить накопившиеся проблемы сегодня собрались жители сельского поселения Южное. Сход прошел в присутствии представителей органов местного самоуправления, главы Малгобекского района и районной власти. Озвучили вопросы в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, а также обеспечения охраны общественного порядка. Проблем много. В каждом селе решали проблемы газоснабжения, водоснабжения, коммунальная оплата. И транспорт для детей. Нам этот транспорт был очень необходим. У нас расстояние свыше 2 километров приходится детям. В России появятся новые дополнительные дорожные знаки и таблички. Среди них запрет въезда на перекресток в случае затора. Этот знак будет применяться для обозначения вафельной разметки, на которой нельзя выезжать, если впереди затор. Также знаки «диагональный пешеходный переход», которые будут обозначать перекрестки, где разрешается переходить дорогу наискосок. Табличка «Глухие пешеходы» будет устанавливаться в тех местах, где большая вероятность появления людей с нарушениями слуха и многие другие. Национальный стандарт регламента будет действовать до ноября 2020 года, а после начнет проводиться его дальнейшая разработка.
Тот случай, когда искусство и спорт неделимы. В Центре культурного развития завершилась первая выставка ингушского борца смешанных единоборств Мусы Илиева. Посетители могли не только посмотреть картины, но и услышать истории о том, как они рождались. Любовь к искусству, признается Муса, появилась сравнительно недавно, после знакомства с работами Александра Родченко. Спортсмен вдохновился на создание своих собственных фотокартин. 8 произведений выполнены в стиле арт-хаус с использованием теневой техники. Работа называется «Влюбленность», состояние человека. В ней изначально видится, я думаю, для всех, это нетрудно заметить, воздушность, такая легкость. Одно из современных искусств – тени в искусстве. Вот именно из этих направлений эти работы, именно их две. Вот одна перед вами, вторая вот «Сердце». Работа называется «Золотое сердце». В планах у Мусы Илиева продолжать работу над картинами, но уже на профессиональном уровне. Борец планирует поступить в Московскую школу фотографии имени Родченко, тем самым в ближайшем будущем добиться успехов не только в смешанных единоборствах, но и в искусстве. Мнение Ольги Свебловой. Есть такой критик именно этой школы Родченко, Сергей Хачатуров. Его мнение мне было бы интересно. Поскольку не все работы, как я повторюсь, выставлены, но есть работы, которые, я думаю, их заинтересовали бы. Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей сегодня прошел в Назране. В 5-й школе собрались 150 спортсменов в самых разных весовых категориях. О ярких схватках первенства расскажет Микаил Тангиев. Со свистком судьи начинается первый поединок. На ковер выходит 2 опытных бойца. Идет ожесточенная схватка. Оба спортсмена пытаются навязать друг другу свой стиль борьбы. Каждый из них понимает, что на кону чемпионат России, а там и до Европы, и мира недалеко. Спортсмен в синем начинает доминировать над своим соперником. Проводит пару комбинаций движениями, зрелищный прием, и результат не заставил себя долго ждать. Турпал Али, который стал победителем этой схватки, занимается вольной борьбой уже 5 лет. И сегодня в своей весовой категории 51 килограмм ему нет равных. Следующая весовая категория – 60 килограмм. Борцы долго готовились к этим соревнованиям и сейчас готовы показать свое мастерство. Спустя несколько минут спортсмен в синем проводит зрелищный бросок и вырывает победу у соперника. Я занимаюсь вольной борьбой 8 лет. Я пришел здесь 6 лет. Меня привел отец. А вот как ты тренировался, как ты готовился к этим соревнованиям сегодняшним? На что больше упор делал с тренером? На физические действия. И тренировались больше на ковре. Судьи внимательно следят за тем, чтобы участники соблюдали строгие правила. Соревнования проходят на высоком уровне, но не обходятся и без спорных моментов. В таких случаях последнее слово за главным судьей соревнований. То неправильно, если оценку дают, объективно делаем просмотр, смотрим, выносим объективное решение. Всего в первенстве республики участвует более 150 спортсменов в различных весовых категориях, начиная от 45 и заканчивая 120 килограммами. В начале следующего года Федерацией спортивной борьбы России запланирован турнир этого возраста. А после этого турнира, победители этого турнира попадают на первенство Европы. Поэтому мы готовим сейчас эти соревнования, приуроченные к вот этому первенству Европы. Кто выиграет эти соревнования, тот поедет в Москву на этот турнир. Кто выиграет турнир, естественно, попадет на Европу. Сегодня в зале присутствует множество зрителей, которые пришли поболеть за своих участников. Это близкие родственники и друзья спортсменов. Ребята чувствуют их поддержку, и это помогает им настроиться на победу. Пожелаем им удачи, ведь скоро им предстоит отстаивать честь нашей республики на мировой спортивной арене. Михаил Тангиев, Халаш Гойгов, Новости 24. Чемпион по смешанным единоборствам М1 Глобал в полулегком весе Хамзат Далгиев и президент Федерации ММА Ингушетии Магомед Машхоев приехали сегодня в Горский кадетский корпус. Они провели беседу с воспитанниками, а Хамзат лично продемонстрировал пару беспроигрышных приемов. Наш корреспондент Юсуп Гелисханов расскажет о мастер-классе.
Не успели гости занять места в зале, как начался поток вопросов. Кадет второго курса Алишер Асмаев интересуется у чемпиона, когда ему предстоит защитить свой пояс. Возможность побеседовать с новым чемпионом М1 Хамзатом Далгиевым для Алишера, как и сотен других кадетов, настоящая удача. О защите пока нету, речи нету. Но да, я уже начал тренироваться активно, жду звонка, мы готовы. Ингушский боец готов хоть сегодня выйти на ринг, а вопросы у ребят не иссякают. Как давно Хамзат занимается спортом, как прошел последний бой и что он чувствовал во время поединка за титул чемпиона. И планирует ли Хамзат перейти в UFC. Любой смешанный боец мечтает попасть в UFC, не то что попасть, но и стать чемпионом этой организации. Я надеюсь, что после моей защиты предложение будет насчет этой организации. Я буду еще больше упорственно тренироваться. Конечно же, кадеты не намерены упустить случай получить ценный урок от чемпиона. Уже в спортзале спортсмена просят показать несколько коронных приемов, а перенести туда чемпионский пояс доверили отличнику Якубу Хамчиеву. Я очень горжусь, что держу этот пояс. Я в дальнейшем буду стремиться заполучить его. Появление именитого бойца в спортзале для учащихся старших курсов стало приятной неожиданностью. У ребят по расписанию как раз тренировка. Хамзат Далгиев детально объясняет и показывает, как проводить удушающий, болевой и лучше всего обороняться. Видел его бой, очень сильно понравился. Вот. Сегодня он нам показал выход из захвата, более удушающего захвата, как нужно выходить. И еще показал болевые приемы. Если меня спросить, они нам пригодятся. А после традиционное фото с чемпионом М1. Гости пожелали курсантам отличной учебы и успехов в спорте. На самом деле, вы коммуну чудах хамды из пояса шхалар мусор дакар, абукар дакар, хамзад из хуашу пояс дакар дакар. دا حمل دوار دوي از إمن از او حبين نق وي تشامبيون حبين نق وي دا حمل بوار بو وي از ناخذ دقة عمل غير سوكاشت بيد دقة خبان خيتسون. Раньше я видел Хамзата Далгиева и пояс только в телевизоре, но сегодня у меня была такая возможность увидеть его вживую. И увидеть живой этот пояс. Мне очень понравилось. Для самого чемпиона это только первая встреча с подрастающим поколением, поэтому пообщаться со звездой М1 смогут другие ингушские школьники и студенты. Юсуп Гилисханов, Рамазан Зурабов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире. В Новый год с Поиск Home. Покупайте подарки в рассрочку без процентов и переплат на 12 месяцев. Так, ноутбук Asus 15 дюймов за 3333 рубля в месяц. Подробности акции в магазинах Поиск Home. Акция действует до 8 января. Есть множество традиций, связанных с наступлением Нового года. Не изменяет своим традициям и мебельный салон «Беркат». Мы объявляем начало праздничных скидок. С 15 декабря по 15 января. Минус 15% на весь ассортимент, представленный в салоне. Обновляйте интерьер дома или офиса по привлекательной цене. Создавайте свой собственный комфорт с максимальной выгодой. Подробности на сайте berkat-mebel.ru. Ждем вас ежедневно, без перерыва и выходных по адресу: Назрань, проспект Базоркина, 72, телефон 77 14 04. Будьте счастливы в новом году. Рим Групп – это надежность, проверенная временем. Мы предлагаем водогрейные котлы собственного производства мощностью до 12 мегаватт, малогабаритные, транспортабельные, стационарные и паровые котельные, бензиновые, дизельные и газовые электростанции, резервуары и емкостное оборудование, ангары и металлоконструкции, сэндвич-панели, а также когенерацию, комбинированное производство электрической и тепловой энергии, которое поможет до 3 раз сократить ваши расходы. Рим Групп. С нами ваш дом будет наполнен теплом и светом.
Уважаемые покупатели, спешим вам сообщить о зимней акции в сети магазинов «Строймаркет». Скидки на строительные и отделочные материалы от 10 до 50%. Акция действует с 1 по 31 декабря. Все лучшее для вас. Подробности по телефону 8 800 555 3 555. Звонок бесплатный. Техстанция «Авториал» сдает в аренду помещение общей площадью 400 квадратных метров под малярно-костоправные работы. Адрес: город Назрань, улица Муталиева, 17. Телефон 8 928 799 0660. Идеальную ванную комнату вам поможет создать магазин сантехники. Огромный выбор ванн, джакузи, раковин и смесителей, мебель для ванных комнат, зеркала и аксессуары. Мы реализуем оборудование как в розницу, так и оптом. У нас можно заказать понравившуюся вам модель по каталогу. Приезжайте к нам, и наши цены не позволят уехать вам с пустыми руками. Наш адрес: город Назрань, улица Сулейменова, 17. Телефон 8 928 732 16 11. Техстанция «Авториал» сдает в аренду помещение общей площадью 60 квадратных метров. Адрес: город Назрань, улица Муталиева, 17. Телефон 8 928 799 0660. 29, 30 и 31 декабря в кафе «Авеню» будут проходить новогодние шоу с участием эстрадных звезд: Рахман Беков, Людмила Мархиева, Айна Алиева, Ляля Богатырева и гости программы. Также вас ждут конкурсы, розыгрыши призов и караоке. Заказ билетов по номеру 8 928 493 35 25. Внимание! В стоимость билетов входит новогоднее меню с холодными и горячими закусками. Начало шоу-программы в 18:00. Места ограничены. Пожалуй, самая низкая цена на шубы. Норка по 57 тысяч рублей, Мутон по 9 тысяч рублей. Рассрочка без переплаты на 2 года. С 15 по 17 декабря ТРК «Фабрика», Синее здание. С 17 ноября по 17 января скидки до 10% на хрусталь, фарфор, текстиль и сувенирную продукцию, а на мебель до 15% в магазине «Домашний» в торговом центре «Столица» по адресу: город Магаз, улица Кулиева, 29. Телефон 8 938 008 00 38.